телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэйби», Лермонтова, 49. Всем привет! Меня зовут Вика Андреева, и вы смотрите очередной выпуск семейного шоу «Мы справимся». Наверное, каждый родитель, глядя на своего малыша, то и дело восхищается, в душе или вслух восклицает: «Ах, какой же ты у меня умный! Гений! Талант!» Ну, по крайней мере, я так делаю. И сегодня мы разберемся, что формирует ребенка – гены или воспитание, и как мы, родители, можем повлиять на этот процесс. Сегодня в выпуске «Талант и гениальность. С ними рождаются или их можно развить?» Ответит главный генетик Якутии, лучший врач России Надежда Максимова. Мы им поможем родить здорового ребенка. А если здоровый ребенок будет, то, я думаю, у него есть все основания стать талантливым и, может быть, даже гениальным ребенком. Если помогут родители, конечно. Как один случай помог стать чемпионом по шашкам. Нас отправили в детский подростковый центр, родители. Мы хотели там записаться на любые кружки, то есть такие как хореография, не знаю, там, или что-нибудь такое. Но единственный кружок остался там в шашке, и получается, у нас не было другого выбора, как пойти туда. Семья Большаковых. 4 чемпиона в одной семье. Бывает соревнование, что нет возрастной категории, там, получается, они играют в первом туре Большаковой, во втором туре тоже Большаков, третий, четвертый, там. Такое может продолжаться очень долго. Со скольки лет учить детей иностранным языкам? Все лингвистические гении лишь до 4 лет. Это когда мы осваиваем языки непринужденно, без особых каких-то усилий, да. И мозг ребенка, конечно, в это время он информацию воспринимает просто с колоссальной какой-то скоростью. Айталина Лазарева поделится личным опытом, как ее дочь Арина научилась говорить и писать на 4 языках. Арина, 我们来说说汉语吧，你准备好了吗？准备好了。好了，你的中文名字叫什么？我的中文名字叫艾琳。А если Russian, Yakut, English, and Chinese. Okay. And how long have you been learning English? I have been learning English for 2 years. For 2 years. Okay. мы привыкли объяснять поступки, характер ребенка генами. Не любит мыться – в папу. Хорошо учится – в бабушку. У него 2 по поведению – в дядю по маминой линии. В чем только не обвиняют гены, перекладывая на них ответственность. Признавайтесь, а вы так делаете? Всем здравствуйте! Сейчас я кратенько постараюсь рассказать, что такое талант, вернее, как я это вижу, как я это понимаю. Сразу скажу, что раньше я считала, что талант – это обязательно наличие каких-то феноменальных природных данных, причем только этих данных, как правило, и больше ничего. И совершенно не обязательно, что их обладатель прилагает хоть какие-то минимальные усилия для того, чтобы демонстрировать результат. Феноменальный, наверное, да, фантастический результат, если мы говорим о таланте. Надо понимать, что какими-то природными данными, какими-то сильными сторонами каждый из нас обладает. Поэтому важно просто этот потенциал в себе раскрыть. Сейчас мне кажется, что талант – это такой некий результат пропорции между теми же природными данными. Это приятный бонус, что уж тут говорить. И большой работой, конечно. Большой работой, большим трудом. И не надо забывать о терпении. Потому что можно работать, перегореть, устать и все бросить на середине пути. Поэтому терпение – это тоже важный компонент этой пропорции. И, честно говоря, я даже не знаю, какая из этих частей должна быть объемнее. Все-таки я склоняюсь к тому, что труд. А терпение, оно для чего? Надо верить, что труд, он, как правило, вознаграждается. Поэтому надо об этом не забывать. Я думаю, что так. Как получается,
что один может виртуозно играть на скрипке, рисовать потрясающие пейзажи, а другой вообще не обладает никакими способностями. Ну, он в этом уверен и ничего не делает. И можно ли стать великим художником, если в семье никто не рисует? Вообще никто. Существует ли ген таланта? Узнаем у нашего первого гостя, врача-генетика. Надежда Максимова – доктор медицинских наук, врач-генетик, заслуженный врач Российской Федерации, обладатель премии «Лучшим врачам России» при звании, лауреат Государственной премии Якутии в области науки и техники, руководитель научной лаборатории молекулярной медицины «Генетика человека» СВФУ. Стаж в науке более 20 лет. Надежда Романовна, здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли. Добрый день, я очень рада, что вы пригласили, да, меня в Да, студию. без вас никак в этом выпуске. Все-таки вопросов у родителей очень много. Да и меня саму волнует, гены или воспитание. Вообще можно получить ген таланта по наследству? Ну, этому были посвящены очень многие работы генетиков. Последние работы, ну, достаточно известные у нас в России, это работа Владимира Павловича Фреймсона. И он интересовался как раз именно геном гениальности. Да, талант. Да, и была выпущена очень интересная книга, где он обобщил все биографии выдающихся людей. Это было очень интересно. Он изучал и политиков, и врачей, и ученых, то есть всех абсолютно разных людей специальностей. И очень много людей, в принципе, рождается гениальными, достаточно много людей, ну, как бы, да, в популяции. А есть ген, отвечающий за популярность? Или это комбинация генов? Ну, вообще. Это все-таки, скорее всего, наверное, и комбинация генов, да, потому что все-таки передается это по наследству от родителей. От родителей или от предыдущих поколений? Может, вот моя бабушка гениально играла, допустим, на скрипке, и мне слух передался. Но она все равно передала это через родителей. То есть да, родители конечно. просто не развили? Да, может быть, они не развили, может быть, не было каких-то факторов для этого, да. И поэтому из 100, например, гениев один только он пробьется и станет гениальным, да, из 100 гениев, потому что бывают окружающие факторы, которые этому способствуют, или наоборот, которые его гениальность эту подавляют, да, и также он смотрел родителей, например, там мама должна быть любящая, Ну да, это очень да, это важно. очень большой фактор тоже. И еще какие-то интересные, там он даже внешние факторы смотрел, что люди с высоким лбом. Да вы что? Да, то есть, ну, Физиология? среди именно гениальных людей очень много людей с высоким лбом, синдром Марфана, есть Это такое что наследственное заболевание, да. Это что такое? Это заболевание с высоким, очень высоким ростом 2 метра и выше, да, бывает, с патологией зрения, с сердцем, но такие люди, они бывают, ну, больше, вот, да, они очень интеллектуально, у них очень высокий интеллект. И, видимо, вот среди именно вот гениальных людей, таких людей больше. Но, тем не менее, еще он выявил, что эти люди страдали очень много подагрой, да, мочеками, заболеванием. Интересно, да. я не То есть, знала. да, Болезни гениев. Да, болезни гениев тоже как бы есть. И поэтому, конечно, именно наблюдениями можно сделать какие-то факты. Сейчас очень много и уже на уровне генов, конечно, исследований проводится, но я думаю, что это все равно еще как бы Еще будущее. впереди, да? Но тем не менее, все равно есть подтверждение, что все-таки это есть и взаимодействие генов, и также среды. и среды, и воспитание, конечно. Да, Ясно. Надежда Романовна, а помните фильм «Гаттака»? Ой, Нет? В общем, суть такая, если коротко. Там наступило будущее, и начали детей зачинать только в пробирке, отсекая болезни, там и все прочее, выбирая, какой у них цвет глаз будет. А сейчас мы можем при помощи ЭКО выбрать, например, цвет глаз своему будущему ребенку. Ну, либо между папой, или я хочу, чтобы как у моей бабушки, например, были
такого? Ну, я думаю, что, возможно? может быть, в будущем это и будет возможно, но просто медицина все-таки смотрит на все, ну, на все эти манипуляции, на все это, да, все-таки с медицинской точки зрения, необходимости именно... Ну, вы скажите, возможно или нет? Я думаю, что может и возможно, но отобрать прямо именно конкретно именно гены, которые, да, они отвечают, они есть, да, но именно отобрать и родить только такого ребенка, это достаточно, я думаю, ну, сложно, да, и нецелесообразно, потому что все-таки конечно, ЭКО делается, важнее, ЭКО делается все-таки именно в тех семьях, где есть патология какая-то, наследственная патология, и все-таки рекомендуется тем, у кого есть, например, наследственные заболевания, вот, отбирать. кстати, да, кому нужна необходима консультация генетика перед планированием детей? Ну, в идеале она нужна всем. Серьезно? Это в идеале, Да. да. Но тем не менее, конечно, есть основные показания, как для того, чтобы семья пошла на консультацию, да. Это, конечно, если есть наследственные заболевания, врожденные пороки в семье, например, да, или подозрения хотя бы. А, например, у меня очень плохое зрение. Это тоже порок врожденный? Ну, это не является как бы совсем не всегда порок, но может сопутствовать какое-то заболевание, может быть, например, да, именно с таким заболеванием, да. То есть это нужно и само заболевание исследовать, и плюс еще генетическую причину, конечно, заболевания тоже. Ну, да, поэтому во многих популяциях, например, во многих странах, в некоторых развитых, например, в той же Канаде, там проводится молекулярно-генетический скрининг репродуктивный. То есть они предлагают пройти скрининг. Скрининг – это именно проверить гены, да, определенные гены именно, и именно определенным расам, ну, то есть определенным нациям. Например, французы, которые живут в Квебеке, это провинция вот, Канады, там французы живут в основном, и у них достаточно много наследственных заболеваний уже изучено было. И если приходит пара такая, например, французы из Квебека, они говорят, что вам нужно провериться на муковисцидоз, еще на какие-то там заболевания, то есть перечень специально именно для их нации. Если приходит американцы, тоже свой да, перечень. У нас, например, тоже мы сформировали вот сейчас уже в результате исследований определенный перечень и уже в сотрудничестве с медико-генетическим центром Республиканской больницы номер 1. Да, у нас проводится вот в этом году был пилотный как бы проект среди женщин беременных тоже, это беременные именно женщины уже, на 7 наследственных заболеваний. И там изучали именно носительство. То есть носительство, каждый человек может носить несколько генов. Считается, что сейчас даже до 10 генов наследственных заболеваний. И вот какие гены, да, это в каждой вот популяции могут быть свои. У нас, например, мы пока отобрали 7 наследственных заболеваний, которые часто встречаются в Якутии. Есть именно мутация, одна мутация конкретно, которая вызывает это заболевание. И среди 400, например, женщин было выявлено 100 женщин-носительниц. То есть, получается, 25% женщин, они являлись носительницами одной мутации. Ну, это, что за заболевания такие? Это, например, СОВ-синдром, Трием-синдром, наследственная метгемоглобинемия, глухота, мукополисахаридоз плюс. Да, это такие сложные заболевания, да, сложные эти названия. Но это те заболевания, которые именно встречаются в нашей популяции. И можно от них избавиться. И если женщина является носительницей, то предлагается мужу пройти такое же тестирование. И если они оба являются носителями, то уже риск возрастает, что у них ребенок может быть 25%, что ребенок может быть больным уже больным. Они оба являются носителями. И это как бы такой скрининг, который уже позволяет как раз и как бы до этого предупредить. То же самое можно делать и тем, кто хочет вступить в брак. То есть уже до того, как они забеременеют. Да, это, конечно, правильнее, да? Просто сейчас пока у нас нету, ну, и самосознания как бы, да, населения, и как бы финансовых этих, чтобы всем делать. Да? Надежда Романовна, а если к вам обратится пара, которая хочет родить именно гения, вы им поможете? Я думаю, что, к сожалению, пока нет. Да. Я думаю, что мы им поможем родить здорового ребенка.
А если здоровый ребенок будет, то я думаю, у него есть все основания стать талантливым и, может быть, даже гениальным ребенком. О, замечательно. Если помогут родители, конечно, да. Все-таки среда имеет огромное значение. Очень большое значение. Надежда Романовна, а когда вы планировали своих детей, вы тоже, наверное, как-то все смотрели? Да нет, наша главная задача была родить здоровых детей, да. То есть, я как врач, да, все равно для меня это главное, это здоровые дети, а все остальное, так сказать, мы поможем им сделать, да. А как вы объясняете своим детям, чем вы занимаетесь? Ну, они сейчас дети очень начитанные, и они очень сейчас много знают, они, наверное, больше меня уже знают про генетику. То есть младший сын, например, вот который младше, да, один, они оба одинаковые, но все равно один помладше, он, да, интересуется медициной, прямо любит читать книжки по медицине, смотреть вот видео по медицине, и ДНК он знает, что это такое, то есть у него... А он вас не мучает там за завтраком или ужином? Да, ну иногда бывают вопросы, но тем не менее все равно они сейчас очень грамотные сами на своем уровне. Да, конечно. Спасибо большое, Надежда Романовна. Было очень интересно. Не переключайтесь. При желании у каждого можно найти уникальную способность. Вот, например, ведущая нашей рубрики «Лайфхак от мамы». Еще совсем недавно она даже не подозревала, что одна из ее суперсил – делиться лайфхаками. Посмотрим? Каждый день жду встречи с ним, таким красивым и крутым. Он подмигнул, он рад вполне, но не уверена, что мне мир будто стал другим. Я так хочу быть с ним, и на исходе дня превращаюсь я. Чудо вокруг, лишь оглянись, лишь присмотри, с ним пропусти. Чудо вокруг, лишь обернись, дружба, любовь уже в пути. Я просто кот, брожу вокруг, я для нее пока всего лишь друг. Я каждый раз жду встречи с ней, она всегда поможет мне. С каждым днем все сильней, я так хочу быть с ней. Жду на исходе дня превращения. Как вы думаете, какой сейчас самый распространенный язык на Земле? Китайский или английский? Правильно, китайский. Есть мнение, что китайский язык очень сложный, ну просто невероятно сложный. Но если познакомиться с ним в детстве, освоить его гораздо легче. Дети способны выучить сразу несколько языков, правда, при погружении в среду. Оптимальный максимум, который рекомендуют ученые, это 4 языка. И этот рубеж взяли с достоинством наши следующие гости. Айталина Лазарева – учитель самого простого и самого сложного языков – китайского и английского. В настоящее время она занимается репетиторством детей школьного возраста, все по тем же языкам. Айталина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, привели свою маленькую дочуру. Арина, привет. Здравствуйте. Ой. Так, а может с тобой поздороваться на каком-то другом языке? Hello. Hello. Oh, how are you? I am pretty good. Oh, nice. I'm glad to see you. Это все, что я знаю. Можем начать со смолтока, да? Айталина, а со скольки лет вы начали обучать Арину языкам? Ну, вообще, сама идея заниматься иностранными языками в раннем возрасте ко мне пришла именно во время декретного отпуска. Но тогда еще на самом деле не было столько информации полезной, действительно стоящей, не было и качественных материалов, поэтому это больше, скорее всего, была импровизация. Ну, я больше, наверное, сама что-то клеила, распечатывала бесконечно, красила, в общем, занимала творчеством. Ага, ну и особой такой у нас систематичности на самом деле не было, то есть мы пока занимались просто урывками, когда у меня появлялось свободное время, такого фанатизма, как говорится, не было.
Да, мы начинали с песенок, с английских песенок. С колыбельных? Ну да, можно сказать, с колыбельных тоже, да, со стишков, книжки читали, да, сказки перед сном, учили карточки Домана, да, тоже это все шло в ход. Ага. И вот однажды вечером, значит, пока я занималась своими домашними делами, я по телевизору увидела передачу про очень уникальную девочку, ее зовут Белла Девяткина. И она такая одна в мире, она говорит на 9 языках, практически свободно, то есть она с пеленок на них говорит. Я была действительно потрясена ее результатами и немножко огорчена тем, что мы время упустили. Потому что я тогда на самом деле не понимала, я не знала, что к 7-8 годам формирование мозга ребенка уже, к сожалению, завершается. А мы все лингвистические гении лишь до 4 лет. Это когда мы осваиваем языки, ну, непринужденно, без особых каких-то усилий, да. Ага. И мозг ребенка, конечно, в это время он информацию воспринимает просто с колоссальной какой-то скоростью. Да вы что? Да, а после 4, после 6-7, конечно, уже немножко поздновато. А как вы изучали? Но и тогда, да, у меня началась паника, мне хотелось уже вести скорее уже другие языки, китайский язык. Я тогда как-то особо не торопилась. Я Сколько уже было Арине, когда вы Тогда ей было как раз на тот момент немножко уже поздновато, 5,5-6 лет. Как раз мне на глаза попался вот кембриджский экзамен, уровень Pre-A1 начинающий, но здесь нужно было уже подготовить уже не только болтовней заниматься, но и аудирование там, чтение, грамматика, да, вот это вот все, письмо. Нужно было письменные навыки отработать. Мы быстренько научились с Ариной читать, писать, да, Арина? Наверное, буквально... быстрее, чем на русском языке и на якутском. Наверное, да. Кстати, наверное, у нас даже иностранные лучше идут пока, чем якутский язык, да, Арина? Да, и мы буквально за полгода очень быстренько подготовились. Это было еще до школы, когда мы ходили в садик, и сдали успешно кембриджский экзамен. Да, и мы поняли, что нужно ставить цели и медленно к ним двигаться. Медленно, но верно. Я даже вот нашла контакты мамы Беллы Девяткиной, мы с ней созвонились, она дала нам очень много дельных советов. А мама у нее тоже лингвист? Она тоже лингвист, она полиглот, она знает, по-моему, более 3 языков, да. И я для себя поняла, что на самом деле, что кроется за этим успехом? Это огромный труд, это ежедневные занятия, 5, 6, 7, 8 часов. То есть они на каждый язык нанимают носителя языка. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность, не у всех есть столько времени, средств, да, тем более, конечно же. Поэтому эти советы я адаптировала под своего ребенка. Да, и я даю себе отчет, то, что, конечно, мой ребенок не заговорит на уровне носителя языка, это понятно в искусственной среде. Но я точно знаю, что если она поедет за границу, например, какую-то англоязычную страну, да, Арина, у нее, по крайней мере, не будет культурного шока. Она быстро адаптируется, вольется в эту среду, да, чем ребенок, который вообще не знает языка. То есть наша главная задача – это дать ребенку базу, хорошую базу для развития. Да. И я считаю, что ребенок должен развиваться всесторонне, комплексно, потому что у нас не только языки, мы также, у нас очень много других занятий, мы с детства занимались и художественной гимнастикой, и фигурным катанием, везде успешно себя показали, занимали призовые места. В этом году Арина, она является серебряным призером России по шашкам, да, в молниеносной игре. Вот. И в дальнейшем мы планируем, конечно же, тоже не останавливаться на 2 языках. Мы хотим добавить еще и испанский язык. Да, по мере наших возможностей. А почему испанский? Ну, испанский, потому что это 3-й мегаязык после английского и китайского языка. То есть не потому, что он просто красивый, да, сексуальный какой-то там. Он действительно, он очень практичный. Вся Латинская Америка, она говорит на испанском языке. Я знаю, что ты умеешь писать по-китайски. Да, ведь? Да. Нарисуй, пожалуйста, любые иероглифы, а мы с мамой их угадаем. Мама, конечно, все поймет, но я буду угадывать. Любой, какой тебе нравится иероглиф. Да. И все-таки вы считаете, гены или воспитание – это все-таки роль родителя, да, уделять очень много времени развитию способностей? У меня есть на это свой ответ. Все-таки я считаю, что если у ребенка нет каких-то таких серьезных психических расстройств, я имею в виду дефекта речи или какого-то отставания в развитии, ну или физических серьезных увечий, то абсолютно любой ребенок может освоить 1, 2, 3 и более языков. Я так считаю. Но не буду лукавить, конечно же, есть способности определенных языкам. Есть, да. Просто кто-то учится быстрее, а кому-то потребуется просто больше времени и усилий. Ну, я считаю, что любой человек может освоить иностранные языки. Для этого не нужно быть каким-то гениальным. Я считаю, что вообще по природе в человеке заложены уже способности к языкам. Просто их нужно развивать.
Ясно. А у вас в семье все говорят на английском? Нет, нет, не все. Мой муж абсолютно не знает никакого языка, родители никто не говорит на иностранных языках. Родные? Нет, нет, нет. Никто. О, здорово. Все-таки вы сами сделали когда-то выбор и Да, выучили языки. Это родители сами решают, готовы ли они столько времени тратить на иностранные языки, сколько они усилий готовы к этому приложить. Да. Да, И все-таки. сам решает, конечно же, систематичность. Систематичность занятий, нужная методика правильная, да, профессионализм преподавателей, и нужно, конечно же, заинтересовать ребенка. То есть занятия должны начинаться очень ярко, эффектно, эмоционально. Ребенка маленького дошкольного возраста не посадить за партой, да, серьезным видом, там его, он убежит сразу, через 5 минут просто буквально. Поэтому все только путем игр, именно дошкольный возраст. А дома Да. родителям как посоветуете? На самом деле сейчас Учить очень языка. много полезных материалов, можно смотреть Все-таки YouTube. визуально, да, начинать? Конечно, надо начать с говорения. Ну и чтение, если, конечно, у каждого ребенка свой путь развития, кто-то начинает читать уже чуть ли не с 4-5 лет, кто-то с 6-7. Если вы замечаете за ребенком, что у него есть какие-то склонности, да, что ребенок уже готов к чтению, то чтение на самом деле оно немножко ускорит процесс обучения, потому что уже ребенок начнет читать, соответственно, да. Да. Читать на английском. А вот давайте прочитаем сейчас у нас, что написала Арина. Я вижу иероглиф, похожий на букву «ща». Ше, да? Ага. Арина, что ты написала? Расскажи. Этот иероглиф как читается? Это «о», это я. Шань – гора. Ж – солнце. Солнце, да? Солнце. Да. Это ты шутка. Ага. Это яу, да? Это кто? Друг? Дружба, да? Да. Дружба. А можно сейчас вас попросить продемонстрировать Да, китайский? конечно, да. То есть так спонтанно, Арина. Китайский или английский? Лучше китайский. Лучше Да. китайский, хорошо. Арина, 我们来说说汉语吧，你准备好了吗？准备好了。好了，你的中文名字叫什么？我的中文名字叫艾琳，那你姓什么？我姓拉兹瓦，啊，你今年几岁了？我今年8岁了，非常好，非常好。请告诉我，你家有几口人？我家有4口人。非常好。请告诉我，你最喜欢的玩具是什么？我最喜欢的玩具是豆豆，它在哪儿呢？给大家看一看啊，就是这个，对吧？它在坐着啊。好嘞，请告诉我们，你学汉语多长时间了？差不多2年了。然后你知不知道中国的首都是什么？北京。对，那中国用什么货币呢？人民币。人民币对。俄罗斯呢？卢布。卢布，非常好。然后中国历史上第一位皇帝是谁？金圣皇帝。对，金圣皇帝。那中国4大发明，古代4大发明是什么？指南针、火药、造纸术、印刷术。印刷术，非常好，非常好。那就这些，对吧？Спасибо. А вы сходу можете на английский перейти? Да, конечно. Hi. Hi. How are you today? I'm pretty good. What's your name? My name is Arina. Okay. How old are you? I'm 8 years old. Okay. How many people are there in your family? There are 4 people in my family. Okay. Tell me, please, which subject do you like best at school? I like math best. You like math best. Okay. Tell me, please, which countries have you been to? I have been to China and Korea. Okay. And how many languages can you speak? I can speak 4 languages. So what are they? А если Russian, Yakut, English, and Chinese. Okay. And how long have you been learning English? I have been learning English for 2 years. For 2 years. Okay. А можно сейчас на якутский перейти? На якутский сахалык пситовит, сахалыкар айдювит, но каратык сангаравыда, Арина. Сахалы хангара? Сангаравынде, да? Сангаравынде. Ну, у нас, наверное, китайский даже намного лучше, чем якутский. Но она понимает, вот китайский конечно, очень интересный язык. Вот я наблюдала за вами, и интонации так меняются. Правда, что там значения Конечно, могут безусловно, нужно быть иметь полярными? хороший фонематический слух, не путать с музыкальным, потому что фонематический слух – это умение различать звуки. Это способность к имитации, имею в виду, имитировать преподавателя или носителя языка, да. А китайский язык, он сложный именно своей тональностью, 4 тона существует, да, и каждый тон, то есть значение уже меняется, да, Ирина? Например, шу – это что? Шу. Книга. А если шу, Дерево. это уже дерево. А если шу, лаошу, да, шу,
Мышка. Это уже мышь. Или, например, скажем, какие слова? Например, мау первым тоном. Мау. Кошка. Это кошка. А если мау, мау тогда мау, Шапка. это уже шляпа, да? То есть тон меняется, соответственно, и значение меняется. То есть это нужно иметь очень хороший фонетический Боже, китайцы, слух. наверное, очень внимательные. Да, поэтому у китайцев у них, я бы сказала, идеальный слух. Да. И, конечно же, еще такие факторы влияют. Это хорошая память, да, это запоминание слов. И подводя вывод нашей беседы, все-таки это наше время родительское. Это наш труд, это упорство, это желание, это мотивация, это цель, конкретная цель. А как же будет на китайском «мы справимся»? 我们会成功的。 Спасибо большое. Не переключайтесь. Говорят, те, кто хорошо играет в шашки и шахматы, мыслят стратегически, на несколько ходов вперед, а еще дружат с математикой. Я вот с алгеброй на «вы», но в шашки играть люблю. Алексей и Алина – родители 5 детей. В семье врача и инженера все дети с выдающимися способностями. Они радуют родителей успехами в спорте, музыке и являются очень талантливыми шашистами. Так, ребята, привет! Сегодня целая команда шашистов. Давайте познакомимся. Меня зовут Альбина. Так, Виолетта. Алексей. Меня зовут Алена. Алена, да. Альбина самая старшая, потом идет Алена, Алексей и Виолетта. И все вы прекрасно играете в шашки. А почему шашки? Вот как вы пришли туда? Получается, нас отправили в детский подростковый центр, родители. Мы хотели там записаться на любые кружки, то есть такие как хореография, не знаю, там, или что-нибудь такое. Но единственный кружок остался там шашки, и получается, у нас не было другого выбора, как пойти туда. Потому что родители сказали, типа, «А зачем вы лежите просто так дома, лучше пойдите куда-нибудь запишитесь». Я смотрю на ваши успехи, сколько соревнований вы выиграли, и думаю, что родители поступили правильно. Да. А вам самим нравится, вот какие вы видите бонусы того, что вы занимаетесь шашками? Во-первых, это то, что мы успели посетить очень много стран и городов благодаря соревнованиям, познакомиться еще с новыми людьми и с другой культурой. Вы на сколько ходов вперед можете в партии думать? Бывают сложные варианты, где сложнее считать, а некоторые обычные, где можно легко посчитать все. А самая долгая партия сколько длилась у вас? Максимум, В среднем партия длится 5-6 часов, а максимум? максимум 6-7. Кто дома чемпион? Алёша? Нет, Слева. по-разному. Ну, у нас по-разному, иногда бывает я выигрываю, иногда проигрываю, иногда ничего выходит. Ну, все по-разному выходит. А как вы думаете, в будущем будете вы выступать на соревнованиях, связать свою карьеру с шашками? Связать карьеру? Ну, получается, во-первых, на это можно зарабатывать. Это очень хороший ход. Прям, чтобы карьера была в шашках, нет. Просто чтобы для удовольствия и для, денег, финансов. Да. Ну, это было бы Для хорошо. общего развития, Да. да? И дохода хорошего. Так, а сейчас у нас предстоит такой экспириенс, приключение, испытание для меня. Я хочу сыграть в шашки с чемпионом Алексеем. Да, конечно. Так, Алексей, ну дай мне шанс. Давай чуть-чуть, я, конечно, понимаю, что это будет сложно, но давай мы тебе завяжем глаза. Ну, давайте. Сестренки, помогите брату. Я буду озвучивать ваши ходы, а он будет говорить. Все, первый ход у меня. GF4. Fe5. Чувствую себя как в Гарри Поттере. АБ4. EG3. Ой. Тут я вот так могу. FH4. BA5. БА3. АБ6. БЦ5. ББ2.
Не так уж все плохо. АЦ3. Возьмите шашку. СБ6. СБ6. Так, ну, чуть перестает это нравиться. АЖ3. ЖФ6. ЕФ4. БС5. СБ2. ФЖ5. АШФ6. ЕЦ1. У вас там какая-то азбука Морзе. Вы, наверное, друг другу подсказываете, да? Это вот дамка. Ладно, спокойно, у меня еще есть шанс. GH4. ДЕ5. GF2. СП4. Q6. АЦ5. А вот так можно? С1 на Е7. FG3. ЕС5. Так, ну, вот так. ЕД2. АЖ7. Так, ну куда? Нет, это не... Ой, простите. Это же ваше, да? Ну, HG5. HH2. Я больше. ДЕ3. С5 на G1. Ну все, ребят, ну что это требовалось доказать? Последняя шашка, СБ4. Ну, АЦ3. Как ты все запомнил? Самый быстрый проигрыш в мире, наверное. Но мне не стыдно проиграть будущему гроссмейстеру. Кстати, Алексей, у тебя есть такие амбиции? Да, есть. Хочешь стать? Да, хочу. Я буду тогда всем хвастаться, вот кого я проиграла. Так, ребята, очень редко бывает, когда в семье 5 детей, 4 из 5 гениальные, не побоюсь этого слова, шашисты. Мы очень много тренируемся, наверное. Сколько часов в день? Ну, когда сборы приходят по 9-10 часов, например, мы. А Виолетта, ты же была самой маленькой. Ты не уставала заниматься по 6-7 часов в день? Раньше я так не занималась. Обычные тренировки, которые ежедневно, они проходят по 4 часа, ну, в среднем. Наша школа занимает очень много времени, потому что мы, во-первых, перешли в другую школу, международную артистскую, и там мы с утра почти до вечера. И поэтому ежедневно мы занимаемся почти по 2 часа. Ну, я знаю, что вы все отличники, хорошисты где-то. Я, кстати, еще президент школы стала. Поздравляю. Да, шашки помогают, да, в учебе? Есть такая способность, иногда запоминать числа, большие такие, длинные, и еще быстро решать примеры в голове. С математикой у вас все отлично. Ну, именно с примерами. Ребят, а как на соревнованиях к вам относятся? Вот опять пришли куча большаковых, как все чемпионы. Бывает неудобно, когда, то есть, бывает соревнование, что нет возрастной категории, там, получается, они играют в первом туре Большаковой, во втором туре тоже Большаков, третий, четвертый, там. Такое может продолжаться очень долго. Да, есть очень много людей, которые восхищаются тем, что мы всей семьей ездим и побеждаем. Но еще есть, конечно, люди, которые недолюбливают? Это почему? Раздражаются, да? Потому что мы приходим, все время занимаем первое место и не даем другим. Некоторым не нравится. Я бы тоже разозлилась. Вчера Большакова, сегодня Большакова, завтра Большакова. Когда же я стану победителем? Ребята, с кем мечтаете вы сыграть? Ну, я хотел бы сыграть Шварцман Александр. Он просто... Я с ним один раз играл в быстрой игре. Он чемпион России, чемпион мира стал недавно. Я бы хотела сыграть с Садовской Натальей. Она очень хорошо играет, она гроссмейстер из Польши.
Хотелось бы сыграть еще с Танцекужиной, то есть с Матреной Наговицыной, она из Якутии, она чемпионка О, мира. Матрёна Наговицына, да. Просто я с ней играла уже много раз, поэтому хочется с другими уже. Еще, да? А кто больше выигрывал, она или ты? Ну, она. Спасибо большое вам, ребята, что всей семьей пришли и показали мне мастер-класс. Если вы не происходите из гениальной династии, не расстраивайтесь. У вас есть все шансы, у вас и у ваших детей, совершить значительное открытие или добиться успехов в других не менее великих делах. Ну, для этого, конечно, нужно приложить усилия и чуть-чуть постараться. Но если мы захотим, мы справимся. С вами была Вика Андреева. Пока-пока. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Happy Baby. Ждем вас в торговом центре Ураса Молл, 3-й этаж.